Изнуряющая жара установилась в последние дни в республике. Аномальные перепады, температурные рекорды испытывает и жители Центральной России. Для Ингушетии прогноз оптимистичный. МЧС сообщает, что знойная погода будет до 9 июля. Дальше столбик термометра опустится до 28 градусов. Ожидаются грозовые дожди. А пока что стоит поберечь свое здоровье. Меньше находиться под палящим солнцем и пить больше жидкости. Зелимхан Калоев продолжит. На смену ливням пришло жаркое лето, да такое, что бьет все рекорды. Столбики термометров местами доходят до 40 градусов тепла, а влажность воздуха почти как в тропиках. От солнца жители спасаются как могут. Для детей такая погода – настоящий праздник. Многим остается только позавидовать этой непосредственности. От жаркого лета они получают только удовольствие. Правда, смотреть за резвящимися детьми долго не смогли и взрослые. Молодежи такая погода по душе, если бы не излишняя духота. Погода шикарная. Ну как я спасаюсь от жары, видно по мне, да? От изнуряющего зноя скрыться можно только в парках, скверах под кронами деревьев с бутылкой питьевой воды. Старшему поколению жаркие деньки напротив доставляют неудобства. Скачет давление, выходить из дома лишний раз не хочется, но работа обязывает. Переносить дела не получается, конечно. Тем более я работаю в цеху жарко. Очень жарко. Вот эти последние 2 дня вообще дышать нечем. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится еще как минимум 3 дня. Градусы тепла лавируют от 32, 37 и местами до 40. Для Ингушетии это самый пик. Каждый год бывает в Малгобекском районе. Там высокий класс пожарной опасности на данный момент. У нас на территории республики ожидается высокая пожароопасность. Значит, по этой жаре просим жителей республики без необходимости не уходить из домов, соблюдать меры предосторожности. Беспокоятся за здоровье жителей и медики. Они призывают реже бывать на улице, а уж тем более под палящими лучами. Не переедать и желательно носить одежду светлых тонов. Есть больные, которые, болеют, у них бывает аллергическая реакция. Эта аллергическая реакция может проявиться в виде крапивницы. Таким людям я бы рекомендовала в течение дня хотя бы в день 1 раз принимать душ, обтирание с настойкой череды. Если это основное заболевание идет обострение, то обратиться или к аллергологу, или к терапевту по месту жительства. Пить желательно простую воду. Газированную воду не пейте, всякие кока-кола, пепси-кола. Есть в аптеках, в магазинах очень много солнцезащитных кремов. Желательно, если нет аллергии на какие-то компоненты этих кремов, то можно их принимать. Они какую-то часть хотя бы защищают от прямых солнечных лучей. Люди со светлой кожей склонны к солнечным ожогам и чаще болеют предраковыми заболеваниями кожи. У них солнечные лучи вызывают неправильную пигментацию. Также в зону предракового риска попадают люди с иммунодефицитом, курильщики, злоупотребляющие алкоголем и перенесшие трансплантацию органов. У предраковых заболеваний множество видов, и в последнее время от них все чаще страдают молодые люди. Хотя раньше дерматологов посещали в основном пациенты от 45. Предрак кожи – это патологический процесс, который с течением времени под воздействием различных факторов переходит в злокачественную опухоль. Когда заметили 1 бляшку или 2 бляшки люди на открытых участках тела, им обязательно нужно обратиться к врачу, чтобы вовремя диагностировали заболевание и не пришлось в будущем обращаться к онкологу. Не стоит выходить на улицу под палящее солнце с 11 до 16 часов. Повременить стоит и с чрезмерными физическими нагрузками. Пользоваться головным убором, солнцезащитными очками и летними зонтами. Следует учесть, что потребность в энергии в жаркую погоду снижается, в связи с чем организму летом нужна менее калорийная пища. Сейчас никто не в силах отказаться от холодных напитков и мороженого, но врачи рекомендуют пить теплый чай с лимоном или мятой, что в полной мере утолит жажду. Зелимхан Калоев, Хамзат Халухоев, Новости 24.